Я служил в элитных войсках, десантно-штурмовой батальон морской пехоте. У нас было все. РДшки там боевые, да, там конкретно, бронежилеты нормальные, там разгрузки, там, ну, как положено. А нам ничего не было. Весь мешки дали там, короче, весь мешок. Старинные, вот, которые, ну, как же 41-й же показывает там кино, весь мешок ведет и идет солдат. Вот так, например. Ну, бушлаты дали, зимники дали, конечно, там. А потом оружие выдали. Оружие тоже вообще слабо было. Даже автомат открываю, там ящик открываем и забираем оттуда автоматы. Я забираю автомат АКС, у него крышка вообще дрявая была, крышка ствольной коробки. Я оттуда другого автомата снял, поставил, целый день чистил его, чтобы он работал. Магазины выдавали, тоже по 2 магазины дали сперва, потом опять ящик привезли, опять все это, коррозиях там этих, да, все, пружины сломались там, из 2, 3, 1 собирали. Но, несмотря на некоторые проблемы, боевое слаживание и первоначальная подготовка завершилась. Всех собрали, отвезли в аэропорт и одним большим бортом отправили в Ростов-на-Дону, а оттуда сразу на новые территории. Приехали на этот Мариуполь. А там все обстрелянный был, уже дома там сожженные там стояли. Мы смотрели, уже настрой совсем уже другой становится. Видишь, там уже, ну, уже бомба прилетела, да, там какой-то снаряд, там вот осколки, там сразу видно. А потом, как только мы ехали, нас сразу сзади вертолеты прилетели там вообще. Ну, прикрытие уже, колонны уже прилетели, это аллигаторы же есть такие, и сразу сзади так сижу в машине и смотрю, думаю, вертолет, о, вертолет, смотри, на боевой вообще. Расположение части было в детском лагере на берегу Азовского моря, и начались боевые будни. Каждый день проживали в ожидании приказа о наступлении. Нам сказали, все, выдвигаемся сегодня уже на лесополку, ну, уже там рядом уже враг, поэтому уже будьте уже готовы, уже все, боевая уже началось это вот, все. И вот когда мы вечером там уже приехали, там уже все было, и, короче, мы когда сидели, ну, костры уже не должны были уже разжигать, там, ну, чуть-чуть разжигали, все равно не знали, все. А потом ракеты полетели ночью. Первый серьезный бой у Михаила случился в декабре. Поступила задача – штурмовать и захватить опорный пункт врага. Тот бой морпех помнит буквально по минутам.